Carve your name into the sun. Love you till my days are done. I'll never let you go. You're the fire inside my blood. Burn the bad and leave the good. My angel, I'll never let you go. Дядечка. Anywhere you go, no matter what you do, you're always my forever, always my forever. Anywhere you go, no matter. Я Кузьменко Екатерина Евгеньевна, это мои дочки Амина и Алена. Наконец-то у нас есть собственное жилье, с чем мы хотим с радостью поделиться, рассказать о своих эмоциях, о своих впечатлениях, как мы пришли к этому. Жильем мы ждали очень долго. Мы стояли в очереди, и параллельно копили деньги. Искали всевозможные, смотрели программы, варианты. И когда я через соцсети увидела про программу «Бақыт отбасы», я сразу сказала супругу, что это наш шанс получить сейчас жилье. Простите, телефон. Амина, садись. Сыр фотографируется. Дядя. И как-то я увидела через соцсети про программу «Бақыт отбасы». Я сказала мужу, что это наш реальный шанс получить жилье. И так как у нас уже были накопления небольшие, муж обратился на работу, он работает у меня видеооператором, руководство его поддержало, тоже помогли собрать некоторую сумму, и мы начали собирать документы. Пошли в банк первым делом и узнавали про эту программу. Подходим ли мы... Амина, садись. Что-то волнуешься? Аминуша, садись. Или иди рисуй. Мы пошли в банк и узнавали про условия программы, и условия нам очень понравились. То, что очень низкая процентная ставка, очень выгодные условия. И самое главное было для нас, у нас хватало сбережений, чтобы внести первоначальный взнос. Мы с мужем до этого не один банк посетили, искали всякие разные программы, но везде была очень высокая эффективная ставка, и даже наших 2 зарплаты не хватало, чтобы хватало на жилье, как прожиточный минимум, и чтобы хватало на погашение кредитов. Поэтому, когда мы сначала пошли в Жилстройсбербанк, мы даже не ожидали, что настолько выгодные условия, настолько процентная низкая ставка. И когда пришли, все подходит, мы сразу стали собирать документы, все у нас получилось, нам одобрили ипотеку, и мы начали искать свое жилье. Мы жили на съемных квартирах. Муж у меня с детского дома, он сирота, то есть поддержки нам ждать было не от кого. Сначала мы жили в общежитии. То есть у нас каждый человек живет в комнате. И общая ванная, общий туалет, общая кухня. Жить было тяжело. Потом мы стали снимать жилье, жили на съемных квартирах. Снимали дома, снимали квартиры, кто предоставлял нам аренду, то продавали это жилье, приходилось постоянно нам переезжать, то есть мы не могли даже купить собственную мебель или делать прям хороший ремонт в условиях, где мы жили. Я бы хотела сказать, что когда мы начали искать квартиру, первым делом, когда мы зашли в свою квартиру и стали показывать ее детям и объяснять, что мы будем жить здесь, это будет наш дом, дочка моя младшая, она так разбежалась по коридору и кричит: «Ура! Теперь у меня будет свой домик!» И вот эти эмоции, наверное, я никогда не забуду, вот это впечатление, у меня прям аж слезы на глазах навернулись. Такая радость, такой восторг, то, что наконец-то мои дети будут счастливыми в своем доме, наконец-то мы будем строить свое уютное гнездышко, где
как бы я смогу создавать уют, очаг семейный, что уже не придется нам куда-то искать опять жилье, переезжать там лихорадочно, когда вот какие-то обстоятельства. Мы планируем там в квартире ремонт, пока мы еще туда не заехали, но уже с нетерпением и с наслаждением делаем там ремонт, как бы подстраиваем под себя, делаем детскую комнату, ну, наводим, в общем, там уют, чтобы уже перевести мебель, заехать в свою квартиру. Вот даже несмотря на то, что говорят, что в Талдыкургане очень тяжело взять за низкую сумму жилье, кто ищет, тот всегда найдет. Даже за эту сумму, за 10 миллионов, мы взяли квартиру в микрорайоне Каратал. Двухкомнатную квартиру в кирпичном доме. Очень теплая, очень просторная, очень уютная. Хороший двор, хорошие соседи, как бы это считается, очень хороший благоустроенный район. И вот за такую сумму мы смогли найти там квартиру. У нас очень хороший район, у нас есть большой торговый развлекательный центр рядом, Сити Плюс называется. Очень много кафешек, где вот летников. У нас есть рядом набережная, мои дети просто в восторге, они обожают набережную. Спасибо нашему городу даже, что она у нас есть. Мы выходим, детская площадка, то есть даже я занимаюсь спортом. Я тренер по адаптивной физкультуре, и каждое утро у меня будет возможность как бы совершать пробежку на набережной. Это тоже, в общем, для каждого члена нашей семьи это как бы большие возможности у детей развивать себя на каруселях, на качельках, на турниках, которые вот рядом. Для меня возможность заниматься спортом, то есть я буду не где-то по дорогам бегать, а на набережной, совершать пробежку. Мужу очень удобно добираться на работу. Прям у нас хороший двор. Рядом и банк находится, есть 2 школы, детские сады, что еще, ну, вот развлекательный центр, потом, ну, магазинчиков очень много, очень уютный двор, парк ветеранов находится рядом, вот, тоже, так как мы уже получили свою квартиру долгожданную, сейчас мы завершим там ремонт, и я уже планирую открыть детям счета в банке, в Жилстройсбербанке открыть детям депозитные счета, чтобы они к 18-летию смогли приобрести свое жилье, чтобы уже у них накопилась какая-то сумма, и надеюсь, к этому времени тоже будут такие классные программы, по которым они смогут уже благодаря нашему сейчасшнему вкладу приобрести свое жилье, потому что программы от государства очень выгодные. Даже мы не ожидали, когда все равно с трепетом относишься, но я хочу сказать, что нужно доверять. Не нужно надеяться, что откуда-то с неба упадет там чемодан с деньгами или кто-то вам даст жилье. Ну, конечно, помогает государство, но основная как бы сила лежит в нас самих. То, что мы можем работать, слава Богу. Сейчас мы как бы много трудоустройства, разные есть возможности заработка. Дети в садике, мы с мужем работаем, накапливаем. Даже вот одну дочку я не могу в садик отдать, так как она у нас инвалид. Но я нашла работу, благодаря которой я могу ее брать с собой на работу, зарабатывать деньги, откладывать, копить. И вот хорошие депозиты, выгодные условия вот у Жилстройсбербанка. Вот хочу сказать, что не нужно бояться, нужно работать, нужно копить, откладывать, ложить на депозиты и ждать, когда будут выгодные программы именно для вас, для вашей семьи подходящие на условиях. Вот после того, как мы взяли квартиру, многие наши знакомые, даже родственники, они спрашивают, как получилось, расскажите нам, где вы нашли. Я говорю, ну просто даже в соцсетях. Так как мне это было нужно, я искала это, и я нашла. И сейчас многие родственники, друзья, знакомые, у которых тоже сложные жизненные ситуации, у которых нет своего жилья, они все сейчас хотят обратиться вот в банк
ищут подходящие условия для себя, начали собирать деньги, копить, вложить на депозит. Даже у кого есть собственное жилье, они стали открывать депозиты своим детям, уже заботясь о их будущем. Я хочу вот сказать, пожелать будущим вкладчикам, что не бойтесь доверять. Это все действительно работает, это все действительно выгодно. Никто не обманывает, не пишет там мелким шрифтом, что там большие процентные ставки. Нет, все честно, все как есть. Первоначальный взнос, маленькая процентная ставка, и даже несмотря, что там на много лет депозит, как бы годы быстро летят, я даже не сомневаюсь, что мы, конечно, постараемся и пораньше закрыть ипотеку, но уже мы будем платить за свое жилье, не за съемное жилье. Хотя у нас даже за съемное жилье мы бывало и больше платили, чем сейчас мы платим банку. Но уже за свое жилье и даже уже с таким как бы рвением и восторгом я работаю, чтобы побыстрее переехать, оплатить все, и что это будет уже наше. Where you're sleeping on my shoulder.